61 жалоба, 80 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму больше 19 миллионов рублей. Это сухие цифры, но за ними стоит работа сотрудников Федеральной антимонопольной службы. Ее деятельность обсуждают публично далеко не в первый раз. Подобные мероприятия проводят каждый квартал текущего года. И этот квартал не стал исключением. На мероприятии в первую очередь обсудили, какая работа была проведена антимонопольной службой за последние 3 месяца. В рамках осуществления контроля в сфере закупок Ингушской УФАС России с 1 июля по текущий момент поступило к нам аж 61 жалоб участников закупки, из которых 13 разрешены в связи с несоответствием требований федерального закона, 5 жалоб отозваны заявителями, по существу было рассмотрено на заседаниях комиссии 43 жалоб. Из рассмотренных по существу жалоб 3 жалобы поданы на действия федеральных заказчиков и их комиссии, 7 на действия муниципальных заказчиков и 33 жалобы на действия заказчиков Республики Ингушетия. То есть получается у нас подавляющее большинство – это вот республиканские закупки. Основной целью проведения публичного совещания УФАС является информирование предпринимателей и органов государственной власти о том, чтобы они соблюдали обязательные требования антимонопольного законодательства. В свою очередь присутствующие задавали интересующие их вопросы, так что семинар напоминал больше беседу. Основные нарушения – это на стороне заказчиков. Бизнес-сообщество у нас любит участвовать в торгах, но основные нарушения – это в плане не заключать контракт, не оплачивают или отказываются, или техническое задание не соответствует каким-либо нормам. И, в принципе, мы обсудили и пришли к решению, предложениям, то, что основная работа будет направлена на выполнение норм законов 44-го ФЗ, 222 ФЗ по заказу со стороны заказчика. На семинаре также присутствовал замминистра экономического развития для того, чтобы рассказать о мерах господдержки в такой непростой период. Так, к примеру, в системе государственного заказа произошел ряд изменений, из-за чего закупаться предпринимателям стало намного легче. По республике размещенные выросли, то есть год еще не закончился, но тем не менее размещенные закупки также 0,25 миллиарда, супротив 24. 0,24. Ну и, соответственно, экономия тоже выросла. О чем эти данные говорят? Эти данные говорят для предпринимателей о том, что национальные проекты работают, федеральные денежные средства, которые направляются на реализацию национальных проектов, они расходуются в общей своей массе по 44 и 223 федеральному закону. Также на совещании выступил руководитель крупнейшей торговой площадки страны, где ежеминутно проводят сотни процедур закупок. Он рассказал об изменениях законодательства в сфере государственного заказа, а также о нюансах и ключевых моментах работы электронной площадки. 449 федеральный закон, да, он очень много изменений внес. Ну, например, с 1 января у нас там теперь указана страна происхождения товара, да, при любой закупке, не обязательно, что даже попадающий под национальный режим. У нас изменился понятийный аппарат, у нас теперь есть понятие просто слово «контракт». Раньше у нас был государственный муниципальный контракт, и были некие учреждения, которые закупались по 15 статье, да, отдельные виды там, юридических лиц, которым выдавали деньги из бюджета на капитальное вложение. Но они, по сути, заключали договор. А по факту договор, соответственно, гражданским кодексом, они могли менять на свое усмотрение. И теперь же они заключают контракты. Появилось понятие «заказчик», опять же, относящееся к этим гражданам. Подобные мероприятия важны, так как если проблема поднята, значит здесь беспокоиться за свою экономику. Для региона важна чистая конкуренция, ведь в первую очередь она напрямую влияет на бюджет и развитие экономики в целом. Хава Газикова, Майербек Миржоев, Новости 24.